Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Завтра, 14 мая, грузинские законодатели на заседании парламента рассмотрят в третьем, последнем чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния, который больше известен как закон об иноагентах. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Политик также отметил, что законодательный орган готов рассмотреть конструктивные рекомендации со сторон зарубежных партнеров после принятия законопроекта в третьем чтении. На этом этапе президент Грузии Саломе Зурабишвили сможет направить в парламент вето с конкретными предложениями, и если парламентское большинство сочтет их подходящими, то законопроект будет дополнен ими. Правящая партия «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» уже второй раз за 2 года пытается принять в стране закон об иноагентах. Согласно текущей редакции законопроекта, организации, которые работают на территории страны, но при этом получают свыше 20% доходов из-за рубежа, будут вноситься в соответствующий список. За попытку скрыть зарубежные источники доходов будет грозить внушительный штраф порядка $10 тысяч США. Такое предложение вызвало шквал критики со стороны грузинской оппозиции. 15 апреля глава оппозиционного объединения «Граждане» Элисашвили даже кинулся с кулаками на исполнительного секретаря грузинской мечты Мдинарадзе прямо на парламентской трибуне во время обсуждения законопроекта. Критиковала законопроект и президент Грузии Саломе Зурабишвили, в прошлом году поддержавшая демонстрантов, устроивших в Тбилиси масштабные беспорядки видеообращением из Нью-Йорка на фоне статуи свободы. Она же немедленно созвала послов западных стран на встречу за закрытыми дверьми после того, как законопроект о прозрачности иностранного влияния был принят в первом чтении в середине апреля. 1 мая на заседании парламента Грузии законопроект одобрили во втором чтении. Западные политики также посчитали, что, принимая законопроект, Грузия сбивается с, цитата, европейского пути. Что интересно, среди них оказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц, высказавшийся против этой инициативы, несмотря на то, что в Евросоюзе сейчас работают над аналогичным документом, а в США закон о регистрации иностранных агентов действует еще с 1938 года. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками. Спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии. Грузинские власти говорят о том, что владеют информацией о планах определенных радикальных групп устроить беспорядки на митингах в Тбилиси у здания парламента во время рассмотрения законопроекта об иноагентах в третьем чтении. Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. У нас есть достоверная информация о том, что молодежные группировки, организованные радикальной оппозицией и профинансированные из-за рубежа, завтра и послезавтра планируют насильственные действия против парламента Грузии и полиции, сказал Кобахидзе. Глава грузинского правительства также пригрозил оппозиции, что в случае беспорядков все ответят по всей строгости закона. Он вместе с тем призвал правоохранителей проявлять максимальную сдержанность и действовать по, цитата, стандарту выше европейского. Что касается отношения к данному законопроекту, оно полярное. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» утверждают, что он служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа, неправительственного сектора и СМИ. Президент Грузии Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех 3 чтениях. Стоит отметить, что события в Грузии стали также предметом обсуждения в нашем обществе. Так, например, вызвала резонанс публикация ветерана Отечественной войны народа Абхазии Лаша Зухба в Фейсбуке на личной странице, в которой он, цитата, выразил солидарность протестующим тбилисцам, грузинской оппозиции и всему гражданскому обществу Грузии в своем протесте против принятия закона об иностранном влиянии. Свое возмущение данным постом выразила партия Амсахара, в заявлении которой отмечено: с удивлением и негодованием
вниманием ознакомились с постом в социальной сети Facebook ветерана Отечественной войны народа Абхазии Лаша Зухба, каким образом гражданин Абхазии и ветеран Отечественной войны в Абхазии может выражать солидарность сторонникам Михаила Саакашвили, развязавшего войну 2008 года, сторонникам идеологии крайнего национализма, отвергающих саму идею абхазской государственности, независимости и суверенитета, сторонников идеологии, враждебной абхазскому народу, задаются вопросами представители партии. Во-вторых, гражданин Зухба от своего лица и от лица своих единомышленников благодарит грузинских националистов за поддержку протестов соглашения по Пицунде. А в-третьих, гражданин Зухба анонсирует будущие протесты против принятия закона об иностранных агентах парламентом Республики Абхазия. Значит ли это, что протесты в Тбилиси и будущие протесты в Абхазии координируются из одного центра? Задаются вопросом представители Амцахары. Возвращаясь же к самой ситуации в Грузии и тому, как там могут развиваться события, мы попросили дать свой анализ секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба. У многих вопрос возникает, почему вообще эта ситуация возникла. И здесь все-таки нужно обратить внимание на то, что грузинское общество разделилось на два таких политических лагеря. Один лагерь представляет власть, которая, очевидно, по их действиям пытается лавировать между интересами Запада и России. И именно в этом ее обвиняют оппозиция в пророссийскости. На самом деле, это, конечно, не пророссийская позиция. Очевидно то, что, во-первых, западные страны уже и открыто об этом говорили, они требуют ухода с политической арены самого лидера грузинской мечты Иванишвили. И, соответственно, конечно, это приведет к смене политической власти в Грузии, то есть уходу с политической арены грузинской мечты, которая с точки зрения их западных партнеров недостаточно антироссийскую позицию проводит. Но здесь прагматизм нынешней власти, он также связан с тем, что вот в связи с тем, что они не стали проводить такую антироссийскую политику, а использовали вот режим санкций для того, чтобы увеличить свой бюджет за счет торговли с Россией. И это значительно увеличило, на самом деле, грузинский бюджет чуть ли не в 2 раза, насколько я знаю. Поэтому здесь есть и экономическая выгода, и, с другой стороны, и политический резон тоже в том, чтобы сохранить свою власть. Вот. А оппозиция, то есть другой лагерь, который сейчас сформировался, это более радикально настроенные, конечно, политические силы. Это те, которые, мы слышали неоднократно, которые требовали реванша после того, особенно, что произошло в Карабахе. И поддерживают их такие силы реваншистские, экстремистские, как те, которые воюют на Украине, Грузинский легион, Михаил Саакашвили. Это вся такая прозападная и антироссийски настроенная политическая сила. Вот так разделилось грузинское общество. Именно для того, чтобы, еще раз повторяю, подчеркиваю, сохранить свою политическую власть и использовать политические выгоды от нынешней ситуации, вот это вот как раз характеризует нынешние власти Грузии. С нашей точки зрения, это более
приемлемые для нас силы, потому что мы неоднократно слышим о том, что они не готовы решать проблемы с Абхазией военным путем, в отличие от тех, которые открыто говорили и призывали к реваншу. Это раз, что касается наших интересов. Как там развивается ситуация? Ну, очевидно, что вот лидер парламентского большинства заявил о том, что они не собираются уступать в этом вопросе принятия закона об иностранных агентах, хотя у них сейчас по-другому называется. И он говорил о том, что они просто не сумели обществу довести значение этого закона, потому что он предусматривает открытость финансовых движений на том же уровне, на котором таких же требований, как это предъявляется к бюджетным организациям. Поэтому они в этом смысле считают, что это никак не ущемляет, тем более там нету какого-то за нарушение уголовного преследования. Там речь идет о том, что те, кто уклоняется от прозрачности своей финансовой деятельности, там, могут ограничиться штрафом 20 тысяч лари. Поэтому логика здесь определенная есть в принятии этого закона. На самом деле, конечно, власти понимают, что те, кто финансирует эти организации, они будут работать на предстоящих выборах, которые должны состояться в октябре месяце в Грузии, грузинский парламент, будут работать против этой власти. Вот именно поэтому, я так думаю, вот именно сейчас вот такая принципиальная борьба за принятие этого закона. Несмотря на то, что там тысячи людей выходят, и год назад, когда предлагали этот законопроект, тогда под натиском массы людей пришлось его отозвать. Но сейчас, через год, его снова вынесли и считают, что, вот как я уже сказал, недостаточно коммуникации с обществом было, и недостаточно разъяснили обществу, что представляет этот закон. Но сейчас они считают, что большинство населения их поддерживает в этом вопросе. Сергей Миронович, еще есть такое досужее, очень поверхностное мнение о том, что вот этот закон, который сейчас будут рассматривать, это пророссийский закон, который продвигается Россией, и если его примут в Грузии, если он будет действовать, это будет говорить о том, что Россия и Грузия перейдут на новый уровень отношений, что очень плохо скажется на Абхазии, поговаривают даже о какой-то конфедерации. Вот в этой точке зрения. Нет, можно разные, конечно, и мы должны рассматривать разные варианты развития ситуации, но это один из таких возможных вариантов. Но мне кажется, что это вообще маловероятный такой сюжет, потому что это настолько должна быть ослаблена позиция России в этом регионе, чтобы Грузия могла навязать им такие условия, отказаться от признания независимости Абхазии. Я думаю, это, во-первых, и по престижу России ударит. Я вообще не думаю, что такие вещи могут быть реально рассмотрены. Но когда-то я уже об этом рассказывал, когда в 2008 году, накануне признания, предлагали нам варианты конфедерации, мы от этого отказались, никто на нас не давил тогда, отказались, и, как сказал тогда
президент России Медведев, ну, нашему президенту, ну, я тогда вынужден признать вашу независимость. Это произошло, и теперь, чтобы от этого отказались ради того, чтобы с Грузией... Понимаете, сейчас все решается там, на Украине. И после окончания этой операции военной многое изменится в мире. Вот из этого и будем исходить. Я уверен, что Россия там достигнет поставленных целей, и это усилит ее позиции вообще в мире, и тем более в этом регионе. Я вот вижу, как Грузию подталкивают к принятию этого закона, и все посольства, которые западные находятся в Грузии, оказывают прямое давление на власти. Президенты европейских государств заявления делают, открытые. Вот. Там такое вот желание противопоставить Грузию России. Но вот еще раз повторяю, мир изменится. Мы стоим на пороге грандиозных геополитических изменений в мире. Как я говорил неоднократно, в эпоху перемен живем. Вот. Здесь нам главное самим выбрать правильную стратегию, чтобы сохранить свою суверенитет, независимость и не ввязаться в ненужные нам конфликты. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.